Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире передача «Паспорт». И сегодня моим гостем стал один из самых перспективных боксеров Северной Осетии Дмитрий Хасиев. Приветствую тебя, Дмитрий! Хочу поздравить тебя с победой и пожелать тебе дальнейших успехов, да, которые тебя ожидают неизбежно. А сейчас я хотел бы с тобой поговорить о том, чтобы ты поделился, как ты готовился, как ты подходил к этому поединку и кто оказывал тебе помощь. Спасибо большое за пожелание. Готовился я в Осетии, в Владикавказе, как обычно. Помогал мне тренер мой Дима Хасиев. Готовились мы к этому бою очень серьезно, так как с этим соперником у меня должен был быть бой еще в декабре. Но сорвался по состоянию моему здоровью. Вот. И нам надо было вернуться в колею спортивную, опять же, и доказать всем еще раз, что мы готовы отстоять свою позицию. Вот. Помогали нам в подготовке также местные боксеры с разных клубов. Нам помогали спарринг-партнеры и ОФП всякие. Помогали и в плане функциональной подготовки нам тоже помогали. То есть эта подготовка была очень такая удачная. Из твоих социальных сетей я видел несколько раз, что ты приходил в гости в боксерский клуб «Патриот», да, к Казбеку Михайловичу. С кем стоял в парах, с кем спарринговался? Да, мы приходили туда несколько раз. Стоял я с Тиграном, Сагаян Тигран. Вот, мы работали, Казбек Михайлович нам сделал такую тренировку общую на 10 раундов, так, на вольных боев. Под меня как бы подстроился. И все эти раунды я работал с Тиграном, проработали хорошо все. И подготовка нормально где-то прошла. Твоим соперником на турнире был Владислав Красношеин, да? Что тебе было известно до боя о твоем сопернике? Знал ли ты его, видел ли его бои и готовились ли конкретно к нему? Да, мы часто встречались на турнирах RCC в одном шоу, но как-то не было в мыслях то, что будем скоро боксировать. Вот. Знал про него, что он физически крепкий парень, постоянно идет вперед, меняет стойки. Это очень важно, левша, правша. То есть он может работать с правшой в левше, с левшой в правше или с левшой даже в левше. И то, что идет первым номером, постоянно идет, и выигрывал соперников он тоже таких серьезных. Готовились мы к нему прям под него, прям старались готовиться. Куда мы ходили на спарринги, там, на тренировки, мы старались как-то, чтобы больше под его стиль кто-то был. То есть это низкий рост, но кто идет вперед постоянно физически. В первых раундах бой проходил на ближней дистанции, да, в таком хорошем темпе. И преимущество было в основном за тобой, да, если брать первый и второй раунд, то чаще всего из разменов ты выходил победителем и разрывалась дистанция именно в тот момент, когда ты этого желал. Сказать честно, наблюдая за тем темпом, который ты поднял, возникало немножечко, чуточку опасения были, не закончится ли твой бензин на середине дистанции. Как ты себя чувствовал по ходу боя? По ходу боя я себя чувствовал хорошо. Единственное, что это наверное, многие заметили, я в третьем раунде как-то не так начал работать. Это из-за того, что я переразмялся. То есть мы как-то разминку я долго делал, как-то думал, чтобы не остыть и продышаться хорошо, размяться, я старался себя как-то подбадривать. И как оказалось, я чуть-чуть перегорел в плане разминки. Но потом вроде ситуацию исправил, в четвертом, уже в пятом раунде я взял под контроль, и тренер, наставления тренера помогли тоже. В конце четвертого раунда ты достал хорошим ударом Владислава Красношеина, да, он поплыл, несколько раз склинчевал. В четвертом раунде, когда ты сел в свой угол, какие наставления ты получил? Продолжать работать, наращивать темп и идти на него, не давать ему передых, потому что он сейчас уже был как бы потерян чуть-чуть, и не дать ему восстановиться. Нарастить еще больше темпа и больше кидать еще ударов в голову.
несколько раз Красношеин менял стойку, да, ты заправский левша, и он тоже становился в левшу, несколько раз пытался тебя запутать тем самым. Впечатляло тебя ли это, или ты был готов к такому развитию? Да, я был готов, мы были готовы к этому, потому что изначально я знал, что он меняет стойки часто. И, как известно, левши с левшой бывает очень трудно, потому что они бывают редкие случаи. В основном левша работает с правшами. И я как-то ожидал уже, что он будет готовиться к левшу, и мы как бы готовились тоже на левшу. И все было вроде под контролем. И он постарался меня поймать задней рукой через переднюю мою, что и бывает обычно с левша с левшой. Но мы справились с этой ситуацией. Правый снизу, левый прямой, да, это та комбинация, которой завершился бой. Это домашняя заготовка, либо это было по наитию, вот по ходу так получилось, что именно так закончилась твоя комбинация? Заготовки были домашние, в основном там апперкоты, большая часть, но что получилось, это получилось на автомате, то есть наработка, не знаю, я даже как-то не ожидал даже нокаут, я просто выкидывал серию, а тут раз и попал и... То есть это чисто мышечная память, да, то, что комбинация закончилась именно правый снизу и левый прямой, это чисто по наитию? Да, на автомате как-то, я просто выкидывал, серию как-то расслабленно, и попал и принесло свое. Последние 3 своих боя, да, ты завершил досрочно, ты одолел ряд очень хороших, очень качественных спортсменов, да, это и Никита Кузнецов, и Станислав Калицкий. Как ты можешь оценить свой прогресс, допустим, от боя с Кузнецовым до боя с Красношеиным? Я оцениваю то, что я от боя к бою расту, и мне становится как-то еще более интереснее драться с сильными соперниками. То есть ты выигрываешь сильного, ты сам становишься сильным. Состояние очень такое впечатляющее от боя к бою, когда ты растешь, понимаешь, как ты выигрываешь, и еще заявно это вообще как-то придает дополнительный стимул, мотивации. Дима, пару слов о том турнире, да, в котором ты участвовал, в какой в нем формат, я так понимаю, это гран-при, да? Просто пару слов в целом о турнире, что это за идея, что за задумка? Это задумка RCC Boxing Promotion, 8 сильнейших до 59 килограмм гран-при WBO. То есть победитель этого гран-при становится претендентом за титул чемпиона мира, и кем обладает сейчас Джереми Херинг, вроде бы, да, если не ошибаюсь, так. То есть это серьезные такие перспективы, серьезный шанс заявить о себе, чтобы победить гран-при, и дай бог все получится. Сейчас ты находишься на стадии уже полуфинала, вас осталось 4, кто остальные ребята? Остальные ребята, это я попал на Гайбатулу Гаджиалиев, парень из Дагестана, а другая пара это Станислав Калицкий и Руслан Камилов. Я бы хотел сначала поговорить о Гайбатулла Гаджиалиеве. Что тебе известно об этом человеке, об этом боксере? Смотрел ли ты его бои? И как оцениваешь его возможности, как спортсмена его в целом? Знаю его по боям, он вообще был с высшей категории, то есть начинал с 63, потом 61. Знаю его по бою с Георгием Челахсаевым, они боксировали. Парень очень крепкий, физически он бьет жестко, как и технически, как-никак участник Олимпийских игр, опыт у него хороший, большой, но будет интересно, будем готовиться на максимум к нему. Расскажи историю о Станиславе Калицком, который находится в другой полуфинальной паре, да? Ты дрался с ним 2 боя назад, по-моему? В августе, да, прошлый бой. Грубо говоря, если вы, дай бог, попадете опять снова в финале, твои ожидания от боя с этим боксером? Если честно, Калицкий, я знал, что он выиграет, но что так ярко нокаутом я как-то не ожидал. У него соперник хороший, тоже Руслан Камилов. Бой будет у них очень интересный, кто свой как навяжет. Если вдруг попадет такое, что мы выйдем в финал, то
Это будет, наверное, интересный и зрелищный финал с реваншем. Вернемся к нашему дагестанскому другу Гаджи Алиеву. Как вы будете готовиться и когда начнете? Подготовку начнем. Вот сейчас как бы у меня проходит пока восстановительный такой отдых, неделю может. И потом потихоньку начнем приступать к тренировкам. Это может физика пока, потом уже ближе туда к бою там техника, спарринги, практика больше. Заготовки тоже есть к нему, конечно. К любому сопернику есть ключ. Главное просто это все правильно сделать и подойти к этому. Такой вопрос. Связан ли ты контрактными обязательствами с каким-либо промоушеном? Если да, то не мог бы ты рассказать, когда и как это случилось? Да, я вот подписал контракт в середине января с RCC Boxing Promotion. Изначально были условия такие, первый контракт они предлагали, если я выигрываю декабрьский бой с Красношейным, который должен был тогда, только я подписываю контракт. Но потом они поменяли свое решение и в середине января прислали другой контракт. То есть уже без какого-то обязательства сразу подписываю и все, становлюсь их боксером. Вот. И первый бой в рамках контракта это был с Красношейным. То есть сейчас уже все нормально, добились своего. С первый этап как бы такой, что уже заключили контракт с промоушеном. Это уже большой шаг тоже. Дима, а контракт рассчитан на энное количество боев или энное количество лет? Какие там условия? Он рассчитан на 3 года, и да, там указано количество боев тоже. То есть за это время они мне должны сделать не менее 9 боев. То есть, больше могут, но не менее 9, это точно, за 3 года. А что касается, допустим, твоих гонораров, если ты будешь от боя к бою выигрывать, естественно, твои гонорары будут также расти? Да, уже это будет так. Там было условие, если первый бой я выигрываю с Красношеем, то уже меняется как бы ход действий, да. То есть гонорары меняются. Варьироваться после каждого боя? Она варьировалась скорее всего, после первого боя, то есть как пройдет первый бой с первый бой с Красношеем, да. И вроде бы она варьируется то, что будет как бы увеличиваться. Там посмотрим. Гран-при финал на когда запланирован? На осень вроде бы, они говорили на осень, наверное. Отлично. А полуфинальная встреча? Начало лета вроде бы. Лето и осень финал. Так. Что ж, мы хотим пожелать тебе удачи, да, совсем скоро тебе опять придется готовиться к боям, и хотелось бы, чтобы в полуфинальной встрече ты подошел в самой оптимальной форме. Спасибо большое. Скажи, как ты в игре на бильярде? На 3 с плюсом, наверное. Да? Попадаю. Я хотел бы проверить твои способности и предлагаю тебе сыграть. Можно попробовать. Совсем скоро будет поединок, в котором примет участие другой наш боксер Алан Абаев. Скажи, какие ожидания у тебя от этого боя и общался ли ты с Аланом вообще перед этим? Я так общался с ним, просто как он, что он, как форма. Все нормально, бой будет, я думаю, за нами победит. Соперник, я, честно, не знаю его, но знаю Алана, какая у него техника и какой опыт. Я думаю, все будет хорошо. Как боксер, насколько сильно он прогрессирует? После чемпионата Европы, я думаю, он вырос очень хорошо, достойно. То есть процентов так на 80, может. Это и с завышением, да. Именно, как сказать, и конституция его тела изменилась, он стал такой более крепким, более коренастым. Вам доводилось вообще боксировать между собой? По молодости мы как-то боксировали, я приходил на тренировки, мы как-то боксировали так
вольные бои такие легкие и все. Так мы пересекались на соревнованиях как-то, ну, но бывали всегда в разных весовых. Сейчас он довольно хорошо набрал, потому что он тренируется в Москве. Там и физически он набрал хорошенько, окреп, и технически еще он будет расти и набираться опыта, потому что все впереди. Он только начал путь свой в профессиональном боксе, а это уже большой плюс. Алан Абаев уехал в Москву 3 года назад, да, или может даже чуть больше. У тебя никогда не было такой мысли о том, чтобы сменить место дислокации? Не было ли у тебя таких предложений поехать, допустим, тренироваться в Екатеринбурге, тренироваться там, в Москве, в Петербурге? У меня было тоже такое, я пробовал в Москве тоже где-то года 3, занимался там, нас подписали до этого еще промоушен, CZ Promotion такой в Москве, и мы как бы выступали за них. Несколько боев я сделал в основном за них, то есть это уже после того, как в Индии я был за них тоже, то есть ну, такие титульные бои, кто проиграл, тоже был за них. То есть я пробыл там тоже 3 года, все тренировался, также 2 раза в день нас обеспечивали всем тоже, но потом что-то пошло не так, и мы вернулись обратно домой. Конечно, бывают тоже такие моменты, чтобы уехать куда-то, чтобы не отвлекаться дома, пока с этим что-то тяжеловато. Нужен хороший такой тренер, кому ты пойдешь, и ну, будешь уверен, что с ним можно идти дальше. А может быть, Дима Хасиев тебе с этим помогает или не помогает? Как вообще, у тебя был когда-нибудь разговор с Дмитрием насчет того, чтобы он тебя передал в другие руки уже? Он меня всегда, он как бы ну, не против того, чтобы я куда-то пошел, он только за мое развитие дальнейшее, но он говорит, что ну, как бы пока нету такого, кому можно дать тренера, ну, он не видит таких, а я его как бы его знаю его с детства и верю ему, и знаю его, что он говорит правда, что нет. И он пока говорит, да, что ну, нет такого тренера. Есть такие тренера, но это за границей. А туда попасть тоже надо тянуть тяжело. Я совсем недавно разговаривал со Асланбеком Кодзаевым, да, и он такой один из первопроходцев в осетинском боксе. И Аслан Кодзаев сказал, что в Америке совсем другой подход, другая работа ведется в боксе. Допустим, для того, чтобы попасть к тому же Фредди Роучу, да, не надо там иметь 7 пядей во лбу, ты приходишь, понедельник, среда, пятница, день спаррингов, ты должен оплатить некоторые расходы, и ты спокойно можешь прийти и проверить свои силы, на что ты способен, на что ты годен. В случае, если ты понравился, да, тамошним менеджерам, тамошним боксерам, то есть вариант, что ты останешься и закрепишься там. Ты когда-нибудь слышал что-нибудь о подобных практиках? Слышал, да, как бы вот, как ты сказал, Аслан Кодзаев тоже, я с ним общался, так до боя, даже когда мы готовились, спарринговались, он мне рассказывал тоже истории свои, как там происходит. И там реально вообще другой бокс. То есть в России это бокс это как бы на таком низком уровне, а у них бокс, как у нас в Осетии, борьба, жизнь. То есть там надо выживать на тренировках, на спаррингах, ты доказываешь всем. Там нет такого, что ты пришел, там чьи-то родственники или там связи как-то решают. Там надо доказывать, и у них реально бокс бывает там насмерть. То есть они готовы убить друг друга на спаррингах элементарных. И это сильно отличается даже между Россией и Америкой, школами. А вот тебе самому в какой зал хотелось отправиться? Их очень много, да, там в Майами есть Бадди Магирт, есть Фредди Роуч, их абсолютно бесконечное множество. Вот ты никогда себя не ловил на мысли, вот я бы хотел поработать с этим человеком? Я, конечно, да, в мыслях есть. Я бы хотел, конечно, с Фредди Роучем в вилдкарт-боксинге поработать у него, потому что у него готовятся многие боксеры, многие бойцы UFC. То есть Фредди Роуч – это тренер-легенда. Это с Мэнни Пакьяо, что он сотворил, и вот сделал из него кого. Это большого такого стоит. И многих он так тренирует. Я бы хотел, конечно, с ним поработать, попробовать себя, что и как. Вернемся к турниру, который вот совсем скоро стартует. Помимо Алана Абаева, также будет на этом турнире участвовать представитель боксерского клуба «Ариана» Хетаг Маурауов. Общался ли ты с Хетагом, как у него дела, насколько он готов к бою?
Я с ним общался так поверхностно, просто пожелал удачи ему, там, хорошо восстановиться, и вот на этой ноте разошлись как бы. А так мы постоянно общаемся, так, когда прихожу к ним в зал, то мы в таких братских отношениях. Я думаю, готов он тоже на 100%, потому что и соперник у него будет такой принципиальный, там вроде бы, и должен, и тем более за титул. А за титул, как всегда, бывают уже такие конкурентные бои. Ты упомянул боксерский клуб «Ариана». Готовился ли ты там к своему поединку? Мы знаем, что ты ездил уже в «Патриот», да, ты об этом рассказал. А в боксерском клубе «Ариана» спарринговал, занимался? Я приходил, да, в боксерский клуб «Ариана» несколько раз на спарринги и спарринговался там с боксерами такого ближе подходящего к моему стилю соперника. Вот. Также я ходил в другой боксерский зал. Это Батика Баскаева, боксерская школа номер 1. Там тоже приходили, спарринговались, пацаны помогали мне. Также Надосав Урузмак помогал мне тоже со спаррингами. Но эта подготовка была прям такая очень хорошая, все помогали. Также Асланбек Козаев помогал мне тоже в спаррингах. Это такой вообще большой опыт, американский опыт. Ты упомянул Батраза Баскаева, да, это большое имя для осетинского бокса. Как часто тебе приходится с ним контактировать, в каких вы находитесь отношениях? Ведь это по-настоящему очень умный и очень грамотный тренер. Я с ними контактирую не так прям часто, только когда прихожу к ним на тренировки. В основном с ним контактирует мой тренер Дмитрий Хасиев. Он договаривается они о спаррингах, о тренировках. Вот. Они нам как помогали на декабрьское шоу, также помогали вот в этот раз. И довольно часто мы к ним ходили, уже ближе к бою. Там спарринги бывали у нас 10-раундовые тоже, он нам делал. Он помогает тоже, чем может. Дим, вот скажи, как-то раз от одного очень известного боксера, я не буду называть его имя, я слышал такую вещь, что бокс в Осетии развит, да, у нас есть несколько школ, да, и они друг с другом конкурируют, и каждый пытается перетянуть одеяло на себя. Вот, ты не мог бы сказать пару слов об этом, да, вот, исходя из твоего спича, я могу сделать вывод, что тебе везде шли навстречу и везде всегда помогали. Да? Вот в связи с этим вот у меня к тебе вопрос. Что нужно для того, чтобы вот боксерская семья объединилась в Осетии вот полноценно? Чтобы не только ты имел такую возможность, а и остальные ребята тоже. Я думаю, не только я имею такую возможность, это как бы и все, наверное, имеют, кто приходит, кому нужна бывает подготовка, там, помощь, там, я думаю, всем оказывает помощь. А так бокс, как бы, да, развивается, но пока так слабоват. Хотелось бы, конечно, чтобы он развивался не прям как борьба, но хотя бы какой-то уровень побольше, чем сейчас, чтобы к ним относились так же, как и к борьбе, хотя бы, там, доли какие-то проценты. И потому что много парней, у которых вот вроде получается все хорошо, но нет там какой-то поддержки, нету там какого-то инвентаря, не знаю чего. То есть, чтобы больше чуть внимания уделили боксу. Грубо говоря, так брать, да, бокс очень дорогой вид спорта, да, нужны немалые вливания. Есть люди, которые оказывают помощь себе, кому ты благодарен? Да, конечно, вот даже взять эту подготовку мне оказывали там помощь фармакологические, там, витаминами, то есть... Ты можешь смело назвать имена этих людей, если там... Это вот Алла Петровна, ее все, наверное, знают, спортсмен, она лечит постоянно их, делает капельницы, делает вот, полное обследование, она может сделать что и как, очень грамотная женщина. Специалист. Также помогали, Алане ММА помогала, Рональд функционал, Рональд Басиев, тренер вот, по функционалу, очень помог мне тоже за какое-то короткое время, но принес свои плоды тоже. Вот. А насколько часто, допустим, доводится тебе, как боксеру, да, помогать ребятам из мира смешанных единоборств? То есть, частенько бывает такое, что ребята из ММА приходят в боксерские залы,
одевают там 10-12 унцовые перчаточки и пытаются с вами конкурировать. Насколько часто тебе приходится подтягивать их боксерские навыки? Ну, к нам приходят парни с ММА, там, с разных видов спортов, но ну, стараемся как бы помогать тоже. Насколько часто, не знаю, потому что там помимо меня еще есть куча парней в нашем зале, кто более похож на этот спорт, то есть больше кикбоксинг. Вот. Они помогают нашим парням по ММА, по стойке набраться как бы опыта, и получается заметно хорошо и нормально. Спасибо тебе большое, Дмитрий, за то, что ответил на все наши вопросы, за твои откровенные ответы. И спасибо за то, что поиграл со мной в бильярд. Вам спасибо большое. Я хочу пожелать тебе удачи в полуфинальной встрече и больших тебе побед. Спасибо большое.